мы будем завязывать солому, вот сюда, где все завязывают, для того, чтобы духи нас пропустили, так сказать. В этом приключении нам предстоит пройти сплавом по рекам Иенгр и Тимтон. Стартовав с села Иенгр и финишировав на базе Тимтон близ устья Чульмана, пройти водным маршрутом около 170 километров. Предполагаемое время в пути – 5 суток. До устья Иенгр, где река впадает в Тимтон, около 60 километров. А так как мы стартовали сравнительно по большой воде, то надеялись покрыть это расстояние в один день. Но... Первая остановка на фоне лунных пейзажей, но зато вот такой девственный мальдивский пляж песочный. Сейчас небольшой перекус и снова в путь. Это мы уже 2 часа в пути. Первые 2 часа первого дня. Природа девственная. А на правом берегу Иенгры вот такой. На отрезке от села до устья река спокойная, лишь несколько небольших перекатов, да песчаные карьерные берега, последствия деятельности старательских артелей, что уже больше века добывают в этих краях золото. Все. На бок. Хотели сделать ночевочку. А тут вот следики. Маленький медвежонок ходил. Сейчас посмотрим. Если большие, должна же мамашка тут рядом быть. Но следы старенькие. Позади первые 50 километров, как мы предполагаем. Первая ночевка в волшебном, поистине волшебном месте. Завтрак, сборы, и мы готовы отправиться в путь. Сегодня, надеюсь, мы все-таки войдем в Тимтон и по Тимтону еще продвинемся ниже.
Что, думаешь, заброшено? Ты тут живешь? Ты тут живешь? Да? А? Миша, Мишанька, привет, Мишка. Миша, здорово. Ты тут живешь, да? Миша, ой, какой ты хороший. Мишаня, ты домашний. Красавчик какой, а. Вот там еще один. Это ваш домик. Видали? Сколько раз снимаю про оленеводов, ну, вот непосредственно стойбище, первый раз вижу, что вот олени себе комфортно и вполне ручные, чувствуют себя вот в таком домике. Ну, пойдемте поздороваемся, будем чай пить. О, ну чё, как у нас в Южной Якутии говорят, здорово, Геркил, да? Здорово. Как оно? Вот ты такой, о. Вот так, друзья, нежданно-негаданно, но забрели в гости Гриши. Света нас накормила. Очень вкусно, спасибо вам. Ну-ка, передаем привет и ингринцам. Привет! Привет! Ну что, поехали дальше. Спасибо большое. Вот так вот дымокурят, чтобы дым отгонял оводов. Или как на венкийском эти оводы называются-то? Эргакта. Эргакта. Вот так вот. И они вот сюда прям уже знают, послушны. Гриша, а ты кочевать куда будешь? А вон на Тыганах. С реки не видно будет тебя, да? Не. Ага, понял. Ладненько. Стоят наши. Ага. Коля. И в основном это мы там стоим. И олени. Вот головка. А тут, значит, где-то и этот, кто там, Юра рядом, да? Не, Юра за перевалом. А, за перевалом. Да. Вот не знаешь, лишь как вот этот хребет называется? О, да, даже старики раньше никак не говорили. Это Такой. маленькие. Ну там вот уже походу где-то вот Тимтон, да? Ага, вот. Вот эта гора, да, противоположно на той стороне Тимтона, вот эта сопочка, вон-то. А, понял. Она вас ближе. Свое название Иенгра река получила ввиду извилистого русла и деления на притоки близ устья. На венкийском Иенгра значит ветвистые рога оленя. И впрямь с высоты река напоминает узор оленьих рог. Но в природный ландшафт вмешалась рука человека. Табай? Тимтон на языке саха значит замерзшая котловина. По цвету воды понятно, что это самая золотоносная река в Южной Якутии. Добычу этого драгоценного металла в Тимтоне начали еще в 19 веке. И, как видим, добыча продолжается по сей день. Мы в Тимтоне.
Да. Еще чуть подал, он бы там почище, самый чистый сделал. Вот смотрите, да? Вода прям. Какая вода. Прям блещет экологией. Будем искать притоки. Ваше впечатление, Юлия Ивановна? Отлично. Устала? Да. У меня руки сгорели. И лицо, кажется, тоже. Ввиду того, что вода в Тимтоне очень грязная, приходится периодически искать ручьи или притоки с чистой водой, чтобы обеспечить себя питьем и водой для приготовления пищи. От этого усложняется выбор места для лагеря, для ночевки. А в Верховье пока притоков мало. Время 18:20. Причалили к ручью Чугей. Будем пробовать искать поляну. Завтра по прогнозу дождь. Вот так обезопасились. Палатка, сверху натянули тент. И балабака себе вырыла тут на песочечке, да, на пляжочке. Главное, покопала, ямку себе вырыла, чтобы удобно было лежать. Да, нашла место себе, да, молодец. Хорошая. Ну а мы приготовились к завтрашнему дождю. Сделали один навес, вот такой. В случае непогоды это у нас завтра будет кухня. Ну а пока мы сложили туда вещи. Продукты. Вот так под наклоном сделали, чтобы был сток на веслах, распорочки. Так. Ну, собственно говоря, так же, как и палатку. Все. Стол пока оставим здесь. Все то, что мочится под навес, что наиболее ценно с собой в палатку. И вот такой. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Спокойной ночи. Тот случай, друзья, когда метеорологи не обманули, а так хотелось. Как и предрекали, пошел дождь. Чуть-чуть мы не успели собраться, хотя встали, в принципе, рано, в 7 утра. Сейчас совершается погрузка под дождем. Что нам усложняет погрузку? Это то, что нету хорошего причала. Очень мелко. Поэтому сейчас придется катамаран спускать на воду, искать, заходить в воду где чуть поглубже. И уже по воде будем таскать вещи. Грузиться. Как настроение? Ну все, мы загрузились. Пьем чай. Впереди Галимтен. Прошел час. Дождь идет, не переставай. Валера, приготовься. Валера, клубок. Опа! Да.
дорожки. Проснулись, приятно удивлены. Водичка уже тут. А катамаран был вон там, почти посередине. Думали, сегодня поваляемся до 11-12 отчалим, но нет, вода подступает. Вот уже такие ручейки прорываются туда, себе новое русло ищет. А у нас тут лагерь. Пойдемте посмотрим, что там с нашей палаткой творится. Конечно, это было ожидаемо, прогнозируемо, что вода подымется. Ну что, прям настолько, ух. Конечно, не снял этот момент, когда только с палатки проснулся, открываю, у нас катамаран посередине, и я в труселях сразу кинулся его. Только бы, думаю, не отвязался. Чтобы вы понимали, воды вчера вон там не было. Катамаран стоял на земле. Это хорошо, что Серега вчера его завязал. Так бы остались сегодня без катамарана. Капец, вода поднялась вот буквально возле палатки. А вот катамаран. Так, ну все, прибывает. Палатку мы собрали, пока вещи еще под тентом. Ну вот так вот уже, смотрите, сколько воды. Хотя бы я успел полетать. Опять пошел дождь, вода вообще поднимается прямо на глазах. Уже вторая метка скрылась. Ну все, мы в принципе позавтракали, сейчас упаковываемся. Есть и плюс, потому что по большой воде мы дойдем не за 6,5, как предполагается, а за 5, я надеюсь. Ага, ну как, ювелирно прошла. Если от устья Иенгры до устья Мюлимкёна Тимтон размеренно спокойный,
то вот после Мюлленкёна, да еще по большой воде, река начала показывать свой характер. Никаких плесов, шивера за шиверой, с огромными валами, динамика потрясающая. Табань? Все, хорошо. Один из популярных маршрутов для сплава униренгринцев – сплав по реке Горбылах. Так вот, кто сплавлялся этим маршрутом, наверняка помнят, при входе в Тимтон метров 200 ниже устья – большие валы. Ребята, в большую воду это как на картине Айвазовского «Девятый вал». Наш катамаран «Четверка» казался игрушечным, когда огромная волна нависла над нами. Сердце в пятки, нос на вал, сумасшедший угол и крен. За бортом собака и пару коробок. Благополучно ловим и идем к берегу. Заслуженный отдых. 5-й день наших приключений, и 3-й из них идет не переставая дождь, что сказывается на уровне воды. Вода еще больше поднялась со вчерашним днем, уже понесло бревна. Сегодня у нас будет слалом между бревнами. Вчера был самый насыщенный, я бы сказал, спортивный сплав, потому что со всех притоков и из-за дождя Тимтон вобрал в себя мощь и силу, и было столько валов, несколько порогов, и финальной точкой был просто сумасшедший фантастический вал после Горбылаха, где мы в свечку стали. Было страшно, мы это сделали. Вот. Отдохнули, сегодня выспались. Во знаменование пройденных порогов реки Тимтон по большой воде повязываем солому, отдаем дань духам, говорим спасибо. Вчера был насыщенный день, очень насыщенный, поэтому спасибо духам реки, духам тайги и всем, кто нас оберегал и помог пройти это. Ну все, мы собираемся в путь. Финишная прямая. Устье Чульмана впадает в Тимтон. До места нашего финиша долетели за 1,5 часа, где нас уже ждал Юлин папа на машине. Ну все. Спасибо Тимтону, скажем. Мы это сделали, друзья. Наш финиш на базе Чугрес. Уставшие, замерзшие, но испытания прошли. Резюмируя, скажу, что Тимтон открылся для меня с другой стороны. Участок от Мюлленкёна почти до самого финиша я бы назвал спортивным и интересным. Захотите испытать? Обращайтесь, пишите. Да, и в завершении пару слов о собаке. Около месяца назад, как мне сказала соседка, приехала машина, выгрузила собаку и уехала. Как я узнал позже, так делают некоторые городские, когда хотят избавиться от питомца. Подкидывают в Иенгру в надежде, что охотничьей породы собаку тут пристроят местные оленеводы и охотники. Но собака привязалась ко мне, ходит по пятам везде, умная. Конечно, я приютил бедолагу. Прошу вас, кто узнает ее, напишите в комментариях хотя бы имя, а то откликается пока что на Балабаку.